Так, сейчас как раз самое время посолить. Да. Бисмилля, это... Вот Так. почему я вот несколько раз повторил, обратили внимание, Ага. да, посолите, да. А вот по этому случаю расскажу одну вещь. Задавайте каким-нибудь вопросом, почему анашлары, вот почему они вкусные бывают? Потому что говорят бисмилля купсалана. При готовке часто говоришь слово бисмилля. Много кладется бисмилля туда. Когда готовит, он часто говорит бисмилля, поэтому говорится, что много положили бисмилля, поэтому вкусно. Поэтому очень вкусно. Но я уверен, у нас тоже, Аллах версать, сегодня получится очень вкусно. Ассаляму алейкум, хурматли дуслар. Здравствуйте. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит мухтасиб города Казани, имам хатиб мечети Марджани, Мансур Хазрат Джалялиддин. Ассаляму алейкум. Салам алейкум. Рады вас видеть. Аллаха шükür келіп жеттіңіз. Ben boş kol bilen kelmedim. Kureştenişleri alıp geldim. Buna bu boşluğuna tübete kildiremiz alabilse. Bismillahirrahmanirrahim. Так. Buna bu tübete. Razmiyala sinekli miken. Так. Ну, размер 60 и мой. Так, отлично. Во. И сразу другой вид, да? Subhanallah. Ha bu indi yiyibizden meçhidimizden resime biraz şeyge koyuyoruz. Та самая великая мечеть Марджани. Одна из самых древнейших мечетей нашего города. Бигзур Ахмед. Мансур Хазрат Джалялиддинов, член президиума Духовного управления мусульман Республики Татарстан, мухтасиб города Казани, имам-хатыб мечети Аль-Марджани. Родился в Казани. После школы служил в рядах советской армии. Затем начал работать в Казанской соборной мечети Аль-Марджани, где и получил первое мусульманское образование. Также окончил Бухарское медресе Мир Араб, изучал Коран в Турции, в Стамбуле, окончил Казанское высшее мусульманское медресе Мухаммадия. Имеет высшее светское образование. В 2007 году заочно окончил Казанский институт экономики, управления и права по специальности экономист. В 1992 году на съезде мусульман Республики Татарстан был выбран первым заместителем муфтия Татарстана, а с 1995 года служит имам-хатыбом мечети Аль-Марджани и мухтасибом Казани, является директором Казанского исламского колледжа, главным редактором религиозно-просветительских газет, имеет многочисленные государственные и религиозные награды. Ну и переходим к готовке. Да, где-то еще не все. Нет еще? Не все подарки. Вот куштаништер принес тоже. Это чай попьем потом, когда приготовим. Вот куштани и пирог. Это одна шеф-повара. Раузапа у нас тоже шеф-повар. Я думал, это вы приготовили. Раузапа? Раузапа. Раузапа, Сизган, Мэнир Ахмед, большое спасибо за эти вкусные подарки. Но мы их попробуем в конце программы. Да. А сейчас переходим к основным блюдам. Мансур Хазрат, рассказывайте, с какими рецептами к нам сегодня пришли. Рецепт очень простой, праздничный. У нас же священный месяц Рамазана идет. И, иншаллах, к празднику гаитке мы готовим. Ну, что обычно готовят наши бабушки, наши жены, мамы. Токма чаши. Токма чаши с курицей, да. И потом на второй уж мужчины жируют покушать хорошо. На второй уж картошка с курицей. И потом еще к столу, к чаю уж пирог. Еще и пирог. И все это будем готовить мы, мужчины. Яра, так, с чего начинаем? Бисмилляхи-рахмани-рахим. Да, бисмиллядан. Начинаем бисмиллядан. С курицей вы курицу пополам разрежете, положите в воду. Лук надо будет туда потом, в этот бульон, морковь. Так, в бульоне у нас будет только курица и лук. Присоленый, да. Потом, когда уже курицу возьмем. Потом добавим лук. Да, лук и лапшу. Вы как профессиональный повар, прям рассказываете. По вашему рецепту, друзья, обратите внимание, мы положили курицу в пустой казан и заливаем кипятком. Вот такой вот рецепт, впервые я так делаю. Так. Ставим на максимальный огонь, закрываем. Это у нас есть. Так, и вот картошку, я, кстати, по вашей просьбе ее почистил, положил в воду, немножко посолил. Да, и тоже включаем. Тоже включаем. Да. То есть пока мы туда картошки ничего не добавляем. Так, давайте я порежу лук, а вам доверю морковь, если не против. Мансур Хазрат, вот вы уже более 20 лет имам-хатыб мечети Марджани. Расскажите, как вы пришли к этому? Ну, прежде чем до 20 лет, нужно было еще имам хатыб, нужно было еще учиться, а до учебы как-то надо было прийти тоже к этому, наверное, так же. Мое детство проходило здесь, в Казани, в поселке Савиново. Папа, мама работали. И здесь, естественно, я тогда в садик не ходил. Бабушка была, ну, на воспитании, то есть у бабушки. Вот. Естественно, бабушка лавля на уразу, там, на карбан. Вот я и хотел сказать. Все это было. Это заложилось, наверное, в те времена. Ну, первые молитвы вот у меня, да? У меня все молитвы были довольно до еды, после еды. Да. У вас, наверное, так же. Бисмилляхи. Обязательно.
кушать не будешь, пока бисмилля не скажешь. Как поел, из стола нельзя выходить, пока не скажешь. Это все это прививалось. Ну и основное, наверное, я уже в армии. То есть в армии были такие случаи, что уж уверовал Всевышнего. Весь всей душой и всем. И после армии я пришел, уже понял, что я себя посвящу полностью служению религии, служению ислама. Пришел в мечеть, тогда меня туда не пустили, что молодой парень, 20 лет, пришел, одна единственная мечеть была в Казани. Это какой год был? 80-й. То есть в 80-м году в Казани практически не было мечети, да? Одна мечеть была. Маджарид, да, знаете. Но все равно старался. То есть вот, наверное, тот случай, когда, если тебя выгонят в дверь, войди в окно. Я начал выходить, как туда попасть бы. И так получилось, что вот Альфред, сейчас он мой друг, он работал водителем там, в мечети, и он уехал учиться. Место свободное. И в это время я появился. И мне говорят, давай, водитель нам нужен, давай. А водитель, он не просто водитель был. Он в то же время, мы были как бы с имамом ездили по маджлисам. Ну, там на часы, харага, там другие, да? И в то же время как телохранитель этого имама. Это, представляете, 80-й год тогда. И вот так я начал в мечети работать. Ну и каждый год писал заявление муфти Талгат Таджиддина, чтобы он меня отправил учиться в Бухару. Это единственное учебное заведение было на весь Советский Союз. То есть в Казани не было тогда учебных заведений? То, что в Казани. На весь Советский Союз единственное учебное заведение было это в городе Бухаре. И повезло, просто повезло. Ну, может быть, Всевышний услышал мои молитвы. Так я поехал учиться в Бухару. Закончил Бухару, потом 2 года курса Корана. Закончил их, приехал сюда, и в 1992 году у меня уже выборы были первым заместителем муфтия республики. И вот с 1992 года я как бы заместитель муфтия республики, в 1995 году стал мухтасибом города, там, поэтому смотрите, соль. Так, сейчас как раз самое время посолить. Да. Бисмилля это... Вот так. Почему я вот несколько раз повторил, обратили внимание, да, посолите, да, а вот по этому случаю расскажу одну вещь. Задавайте когда-нибудь вопросом, почему Коран Аштара, вот маджлис, который проводят бабушки, где мулу зовут, и Коран читают, пусть именно речение будет, пускай там как бы поминки, часы, джидиса, харага, там, синатка, вот туда, вот Курбан Аштара, почему они вкусные бывают? Потому что говорят бисмилля купсалана. При готовке часто говоришь слово бисмилля. Много кладется бисмилля туда, поэтому вкусные. Почему? Вот смотрите, вот соль, да, и вот сейчас попробуйте. Я ураза, поэтому я не могу пробовать, хотя разрешается. При готовке в священном месяце Рамазан, для тех, у кого есть отговорка, я не смог приготовить, потому что я ураза, разрешается пробовать соль. То есть, когда готовишь, соль пробовать можно? Да, и разрешается на базаре ходить, когда продукты покупаешь, тоже попробовать, но не кушать, а просто пробовать. И вот здесь нужно тоже пробовать. Соль пробуешь, да? И вот теперь, почему суп вкусный получается? Когда бисмилля много кладется. Почему? Потому что, когда готовит, он часто говорит бисмилля, поэтому говорится, что много положили бисмилля, поэтому вкусно. Поэтому очень вкусно. Но я уверен, у нас тоже, Аллах версать, сегодня получится очень вкусно. Мансур Хазрат, вот вы нам рассказали уже про мечеть Марджани. Поведайте, пожалуйста, историю образования этой мечети. Она ведь очень интересная. Очень интересная. Мечеть очень уникальная. На следующий год, Аллах версать, мы будем проводить 250-летие. 250 лет уже. История ее такова. Когда Екатерина II, императрица, прибыла в Казань, ее встретили здесь, в Казани. И, знаете, тогда Казань делилась на 2 части. Вот где сейчас цирк у нас стоит современно, оттуда проток Волги заходил, это был Булак, и дальше озеро Кабан, это все соединялось. И мостов не было. И та сторона русской части населения жила, здесь татарская слобода. Вот когда Екатерина II переплыла, значит, на эту сторону пароходе, татарская слобода, прошлась по улицам, по нашим красивым, потому что у нас и сейчас слобода красивая, и тогда еще она свежая, новая. Списные ворота, наличники, на окнах, на подоконниках стоят ярангель, эти цветочки. В общем, она очень осталась довольна, очень была восхищена татарской слободой. И когда я уже уходила, уезжала, прощалась со всеми, ну и как положено, когда цари, президенты уходишь, ну давайте просить, какие вопросы есть. Ну и говорит, нет, у нас все нормально, все хорошо, там скромно у нас татарский народ. Неужели вопросов нет? Ну вот, если уж так, есть у нас вопрос. Нельзя ли вот мы бы хотели мечеть построить? Как мечеть? А я же прошлась, видела, у вас мечети стоят, все красиво. Но они же деревянные. А вы что хотите? Мы хотим каменную, чтобы надолго, на века.
Ну стройте, пожалуйста. А где? Так вот хоть на этом месте. Как раз это место было, вот сейчас где мечеть Марджани стоит, она такая возвышенность немножко, и сразу спуск к озеру идет. Вот хоть на этом месте, ну у нас там бумагу, перо, пожалуйста, собственноручно. Распишитесь. Пожалуйста, поставьте. Она, собственно, указ написала, собственноручно, вот разрешает здесь строиться мечеть. Мы начали строить. Собрались, кто именно, скинулись, богатые люди, эфенди. Эфенди, богатые люди, и тогда собрали эти деньги, поэтому сначала мечеть называлась Эфенди, господской, или Байлар, значит, вот так называлась. И когда они строили ее, начали строить, мы, наверное, поднимали, архиепископ местный пишет письмо Екатерине II, значит, вот вы разрешили строиться мечети, но строятся они слишком высоко, выше наших церквей. Она ответ пишет: да, я императрица, земля входит в мои владения, небеса в мое владение не входят, поэтому они вольно строятся туда сколько им угодно. Красивый дипломатический ответ, конечно, был, да? Но тем не менее, все равно мечеть осталась такая, одноярусная, она должна трехярусная быть, но она осталась вот одноярусной. И эта мечеть, она вот с ее повеления, или как ли, вот это было так, что вот слишком много бисмилля было ли сказано. Это единственная мечеть, которая работала ни один день не закрываясь. Вот 250 лет уже ей будет, ни один день она не закрывалась. Это какое-то действительно такое благое событие было, и все. И сколько у нас оттуда видных деятелей, откуда видных ученых вышло. Рядом у нас там есть мадресе. И в этом мадресе учились как Салих Сайдашев, Каюм Настарей, Хусаин Ямашев, большевик хотя, но там учился в нашем мадресе. И это мадресе сам Шахабуддин Марджани строил. То есть об этой мечети можно много очень чего говорить, и она действительно уникальная. Оттуда это как трамплин еще служит. Почему? Объясню. Отсюда, из этой мечети Марджани, наш Шахабуддин Марджани вышел, да, наш ученый, просветитель, историк, галим наш. Отсюда вышли также первые муфти Талгат Таджиддин, Равиль Гайнуддин, Абдулла Галиулла, Осман Исхаков, Индус Фаизов тоже здесь работал, Камиль Самигуллин здесь работал. Вот эта мечеть, она очень значимая. Сколько поколений прошло. И эта мечеть не закрывается ни один день. И народ не иссякает. Битком забитый Жумга намазданда, агаитларда уже это вообще очень сильно. Так что, дорогие казанцы и гости нашего города, добро пожаловать в мечеть Марджани. Ну и продолжая тему мечети, хочется сказать, что сейчас в нашем городе их очень много. Каждый из них по-своему прекрасно, народ туда ходит. И вот про мечети города немножко расскажите нам. Ну, я вам что хочу сказать, действительно в Казани у нас на сегодняшний день, субханаллах, мечетей достаточно. 80 махалля, 81, если точнее, и 60 мечетей по городу Казани. Как здание мы считаем мечеть, а махалля это которые еще только строятся. На фундамент заложен там, или они просто на бумагах еще проекты, и все они заполнены. На пятничной службе все мечети полны. Вот как раз про службу у меня был такой вопрос. Со скольки лет мусульманин должен ходить в мечеть на намаз? Вопрос такой многие задают. Эти вопросы всегда были. Во времена пророка нашего, Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, пришел один сахаба и говорит: я Расулуллах, вот у меня есть сын, сколько ему лет? 5. Вот, ну дальше. Вот он, хочу его начать учить. И вот когда его начать воспитывать, вот сейчас 5 или там 6 или 7 или когда? Он говорит: ты уже опоздал. Как опоздал? А на сколько? На 5 лет. То есть с самого рождения надо? Как? Да, с самого рождения, с пеленок уже начинается воспитываться. С пеленок. И потом, у татар есть ведь махалля. Она с этого кирмаген, то она с этого кирми. Не вошедший молоком матери не войдет коровьим молоком. И потом, если же поговорка: не воспитывай своего ребенка, он все равно будет похож на тебя. Воспитывай себя. И себя тоже. Да, и поэтому ребенка нужно воспитывать с самого младенца. И намазы читать. Это естественно, если по шариату, то ураза держать и все, когда достигнет созревания. Там 12, 13, 14 лет. Вот в это у юноши, у девушек становится. Вот созревание происходит, тогда уже нужно держать пост, соблюдать уразу. Если вот сейчас идет месяц, священный месяц ураза, да, дни очень длинные. Но почти 19 часов мы держим уразу. То есть мы воздерживаемся от еды, от питья. Вот смотрите, я тоже ураза. Но я с вами вместе готовлю, все. И это не знаете как, многие его в исламе нет затруднений. Многие думают, что это очень тяжело, очень трудно. Да, если он так будет думать, это тяжело. Но ведь у человека тоже есть компьютер. То есть если закладываешь сюда в голову ният, утром делаешь хороший ният, намерение, саха. Когда делается саха, намерение, утром поел, и когда завершил еду, и делаешь хорошее чистое намерение. Обязуюсь держать от рассвета до захода солнца. И
И это закладывается сюда, не сюда. То есть отсюда сигнал дается уже в желудок. И тебе ни кушать не хочется, ни пить не хочется. И ты работаешь, все нормально. Что может быть? Естественно, маленькое головокружение от извожения. Вот от этого может быть, да. Но нужно немножко просто отдохнуть, то есть перезагрузить компьютер. 5-10 минут. Отвлекись от работы, 15 минут, это хватит. Это многим помогает вот эта вещь. Руслан, все, у меня морковь готова. Так, Давайте сейчас мы ее добавим к луку. Все, бисмилля. Бисмилля рахман рахим. Так, добавляем к луку, и поджарка у нас продолжает готовиться. И после небольшой паузы мы продолжим вместе с вами готовить праздничный стол Кураза Байрам. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни», и мы продолжаем. Сегодня мы готовим праздничный стол Кураза Байрам. И в гостях у нас имам-хатиб мечети Марджани Мансур Хазрат. Бигзур Ахмед Кирьянишин. Большое вам спасибо за настроение, за эту интересную информацию, которую вы нам сегодня рассказываете. Ну и самое главное, спасибо за блюдо, которое мы готовим. А готовим мы сегодня популярный татарский суп-лапша, токмаш, из куриного бульона. Курица у нас уже здесь. Бульончик мы процедили. И сейчас туда добавим лук, да? Да. Так, здесь у нас картошечка уже тоже пошепчиткен, готова. И поджарка тоже готова. Ну, добавляем лук. Да, я думаю, не весь, да? Чуть-чуть. Да, половину. Угу. Ну и пока я сейчас добавлю лук, расскажите, что же за пирог мы будем с вами готовить? Абиляр, пирог, бабушкин пирог, бабушкин торт. Будем готовить с вами. Вот здесь все ингредиенты есть. Так. Отлично, сейчас мы прибавим огонечек. Итак, бабушкин пирог, пока у нас все остальное готовится. Что мы делаем? Так, вы будете, давайте тестом займитесь, а я буду делать крем. Так. Пойдет? Или наоборот? Нет, я не спорю. Да, так, сметана, да. сахар. Сметана, сахар. Это для вас. Все, да, я это все буду перемешивать. Ну и согласно рецепту, который Мансур Хазрат мне рассказал, как мы делаем тесто. Разбиваем 3 яйца, затем туда добавляем разрыхлитель, сахар, майонез и муку. Да. Все это тщательно смешиваем. Мансур Хазрат, и следующий вопрос вот про священный пост Рамадан. Скажите, пожалуйста, вот некоторые говорят, что можно один день в начале уразы подержать, в середине и в конце, или там по 2 дня всего лишь, что это тоже считается. Вот как правильно все-таки? Знаете, если бы так было, я бы тоже так только держал. Ага. Зачем я целый месяц держу? И все бы так держали. Но это, конечно, здесь какая-то есть, знаете, абиляр сюда. То есть это вышло, наверное, от наших бабушек. Почему? Вот наши бабушки, мамы, они же хотят, чтобы их дети, мужья были, ну, вот ему что-то мешает его, что-то мешает. Хотя пост не такая сложная вещь. Ее разрешается не держать больным, путникам, беременным женщинам, кормящим матерям. Вот им пост не нужно держать, но они должны его потом восполнить. А мужчины стараются какой-то способ найти, отплынуть от этого, чтобы не держать пост. Поэтому женщины придумали, ну ты подержи, ну вначале хоть 3 дня в начале, там 3 дня в середине, 3 дня в конце. Он говорит, ну уговаривает, ну давай, ладно, давай буду держать. Это я думаю, что от этого взято, от наших бабушек. Вот они хоть как-то его заставят. А 3 дня самый тяжелый. 3 дня вот подержал, а да, 4-й, 5-й день на само по собой уже. Но мне тоже вот все, уже в колею вошел человек и уже многие идет. говорят. Да. Поэтому только начать его, а вот начать это тяжело. Мансур Хазрат, и вот есть такой вопрос вот с точки зрения медицины. Вот не вредно с утра до вечера голодать? Ураза это совершенно не голод. Это помимо того, что от еды питья воздерживаться, это воздержаться нужно от дурных намерений, от мыслей всяких. Как можно больше благое делать. И когда то есть это очищение ведь и духовное получается? Совершенно верно, духовное очищение. А месяц Рамазан 1 раз в год приходит. И если мы все, намаз, закат, хадж делаем для себя, это нам нужно, фарс, тоже обязанность перед Всевышним, то Рамазан мы ради Всевышнего держим. Это месяц, когда человек со своим навсом борется. Навс – это со своими желаниями, с похотью, вот с этим, когда борется. Вот, ну, попробуй, говорит, нет, не буду. Вот поешь, нет, не буду. Попей, нет, не буду. Священный месяц Рамазан, вот он проходит месяц. Кто держал, сколько он получает благодати, сколько он от Всевышнего получает. Хоть держишь, хоть не держишь, месяц все равно проходит. Но с победой возвращаются те, кто держал уразу. Тесто готово. У меня тоже все готово, отлично получилось. Так, сейчас вот. Мне сковородку. Так, масло. Да, сейчас вот я буду размазывать это все. И мы туда зальем, да, вот эту смесь полностью? Да, я залью. Руслан, вы там тоже не забывайте. Так, ну здесь бульончик. Лук у нас сварился. Сейчас мы добавим туда лавровый лист немножечко. Да, лаврушку. Лаврушку. Достаточно. Специи.
Представим, 2 ловушки даже достаточно. Мгм. И лапшу. И лапшу. Лапшу обычно мы 3-2 минуты, ну пока она не вскипит. Всплывет. Как всплывет, Как да, можно всплывет, будет так выключать. всё Итак, бисмилля рахман рахим. Как мусульмане проводят праздник Ураза Байрам? Весь месяц держим пост. Естественно, тяжело, но в конце люди привыкают. И вообще я, наверное, не сказал вам, да, чтобы если люди бы вообще очень трепетно ждут. Месяц Рамазан все трепетно ждут. Даже здоровые физические люди думают, выдержу ли я, нормально пройдет ли, не собьюсь ли, не просплю ли сахар. То есть у нас же, я не сказал правило, если ты просыпаешь 3 подряд сахара, да, это все нужно вылить Ага. сюда. Подряд 3 сахара проспал, если 4-й день уразу не держишь. Потому что запрещается без сухура держать уразу. Некоторые говорят, утром, вечером покушал и... Утром не просыпаются, Всё, спят? Да, и спят. Это нельзя делать. Потому что Запрещено. сухур обязательно нужно вставать. Человек целый месяц постился. Держал, подготовился, соблюдал все. Естественно, наступает праздник. Наступает праздник, он к нему готовится, тоже трепетно, который готовит. Но семья, если тем более многодетная, большая семья, она очень готовится, чтобы вкусно приготовить. Мужчины уходят в мечеть на праздничный намаз, на Ураза Байрам, Гаидка, а жены остаются дома готовить. И вот они, там, сыновья, папы с детьми, с мужьями возвращаются и садятся за стол, чай пьют и кушают всякие лакомства. Вот я помню, в деревне мы тоже с мечети возвращались, заходили сначала к Бырапага, потом к другой Аби. И ну, так Всё. вот мы 6-7 домов И обходили. они такие довольны, а Беляр, они только ждут. А иди сюда, другая, у тебя были, у тебя были, давай, пускай ко мне идут. Давай прервемся, в духовку сейчас Да, поставьте. в духовку отправляем примерно на 30 минут, да? Да, например, на 30, но мы в окно будем смотреть. Но условие, не открывать духовку. Вот в течение этого вообще не Чтобы открывать. пирог был воздушным Да, таким, чтобы да? она поднялась хорошо. красиво. Если открыл, она уже не то будет. Ну а мы продолжаем готовить праздничный стол, и осталось у нас дождаться приготовления пирога, затем мы его покроем специальным кремом, и затем красиво подадим все наши блюда. Токмачлы тавок шолпасы. Куриный суп-лапша. Курицу разрезали пополам, поместили в казан в кипящую воду и поставили вариться на медленном огне. Посолили бульон после закипания. Когда курица сварилась, ее достали, а бульон процедили. Добавили в него нарезанный репчатый лук, довели до кипения, заправили домашней лапшой токмач и довели до готовности. Курица по-татарски. Отварную курицу порезали на куски. Репчатый лук нарезали полукольцами, морковь натерли на крупной терке, обжарили на растительном масле и отварили картофель. На небольшую тарелку выложили курицу, картофель, поджарку и все посыпали укропом. Эбеляр пирога. Бабушкин пирог. Для теста смешали яйца, сахар, муку, разрыхлитель и майонез. Вылили в смазанную маслом форму и поставили в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут. Во время выпечки духовку не открывали. Тщательно перетерли сметану с сахаром и полученным кремом намазали остывший пирог. Дорогие зрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь с нами кулинарными рецептами. Также не забываем подписываться на наш новый канал на YouTube. Мансур Хазрат, посмотрите, пожалуйста, какой у нас красивый праздничный стол получился. От души и все. Аллаха шикер. И в конце программы я бы еще хотел сказать немного вот о толерантности в нашей республике. Да? Вот недавно был православный пост. И я помню, как я православных друзей поздравлял с праздником. И когда наступил Ураза Байрам, вот все мои друзья тоже меня поздравляли, как мусульманин, с этим праздником. Но очень приятно. И мне кажется, это не только вот на территории нашей республики происходит, но и везде, где живут мусульмане. Руслан, вот очень хорошую тему затронули. Вот именно на сегодняшний день, вот видите, вас поздравляли. Именно в Татарстане есть модель Татарстана существует. И не зря на сегодняшний день со всего мира смотрят на Татарстан, смотрят на Казань. Как так здесь, в Казани, свыше 100 национальностей, как они уживаются все в одном городе? Почему нет никаких междоусобиц? Почему дружно, мирно живут? Вот поэтому. Вот вы сказали слово толерантность, но мы, верующие и священнослужители, мы не совсем любим это слово. Толерантность – это веротерпимость. У нас это уважение к религии другого. Вот посмотрите на всех торжествах, на всех мероприятиях. Вот видите, в начале, первый день поста Уразы, владыка Феофан вместе с муфтием Камилем Самигуллиным, они на ифтар маджлисе вместе присутствовали. И мы все вместе, мы уважаем друг друга, мы уважаем религию друг друга, мы уважаем народ. И поэтому модель Татарстана для всего мира, она
на сегодняшний день примеры здесь. Есть Что мы. столько национальностей, столько всех. И мы гордимся, тем, что мы татары. Ну, здесь только слово остается давать Аллаха шукр, слава Богу. Дорогие зрители, я еще раз поздравляю вас с наступающим праздником Ураза Байрам и желаю, чтобы в каждой семье был вот накрыт такой замечательный стол. Байрам белен сизни. Всем здоровья, счастья, семейного, благополучия, жить в мире, в согласии, в дружбе. Я очень рад вас приветствовать. И в будущем мы еще и другие с вами приготовим и Аллах поедем. берса. И Аллах берса. Это мы после захода солнца, как говорится, до первой звезды. Потом мы будем это пробовать. Еще раз всех с праздником. Байрам белен сизни, дуслар. Мы с вами увидимся уже на следующей неделе. А вам, Атур Казрат, еще раз мең рахмет и до новых встреч.